Ясри-Ари. Именно так называл свою небольшую зону отдыха Умар Суроев. Уютное колоритное место с беседками, скамейками, столами ярко отражает культуру нашего народа. Тут и беседка в виде богатырского шлема, и мангал в виде сундука. Каждая деталь приковывает внимание как туристов, так и жителей региона. Наш князь основал долину, заселил ее. И вот эту былинность, вот эту легенду хотелось бы осуществить для туристов. В основном мы знаем, что туристы в основном любят фототочки. И чтобы для них была фототочка и место для барбекю, вот такая зона отдыха для них обустроена прямо здесь, рядом с мемориалом. Создать такую красоту Умар Суроев смог благодаря грантовой поддержке, полученной в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в прошлом году. Зона отдыха расположилась рядом с мемориалом памяти и славы. А это один из туристических маршрутов, расположенных на равнине. Основные работы тут уже сделаны. Для отдыхающих созданы все удобства. Осталось заняться озеленением и благоустройством дороги к месту отдыха. Желающих посетить уголок, где оживают древние ингушские легенды, немало. Мы здесь с семьей уже были один раз, мы кушали шашлыки, здесь было очень красиво, уютно. И сейчас здесь очень уютно, поэтому я пришел с друзьями пофотографироваться. Мы сюда с друзьями приезжаем частенько на велосипедах, фотографируемся. Мне здесь очень нравится, просто, понимаете, это все старое, то, что у нас было, вот эти оружия, щиты, доспехи, богатыри, все это очень красиво. В этом году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Ингушетия получила субсидию в размере 186 миллионов рублей на оказание поддержки индивидуальным предпринимателям. Из этих средств они могут получить грант для благоустройства туристических маршрутов в регионе. Мы объявили конкурс. До 4 августа мы принимаем документы. И все, кто хочет принять участие получить господдержку, может явиться сюда, в город Магаз, Зязиков, 16А, сдать документы сюда, в комитет, и потом по итогам конкурсного отбора мы проверим все представленные заявки, весь пакет документов, там есть свои критерии отбора. Всего туристических маршрутов в регионе 35, 15 в равнинной части, 18 в горной. Совсем скоро откроются еще 2. Предприниматель хочет благоустроить маршрут. Мы на нашем официальном сайте выставили общий список всех 35 маршрутов, паспортизованные все, которые требуют благоустройства, облагораживания, там создания каких-то сооружений соблюдающих соответствующим мерам безопасности, чтобы отдыхающим, чтобы туристам было очень комфортно, очень легко посетить эти маршруты. Направление туризма в регионе активно развивается благодаря поддержке федерального центра. Благоустроены зоны отдыха, новые маршруты. В наш край туристов манит более 5000 древних памятников от эпохи бронзы до средневековья. Это башни, склепы, храмы и святилища. Среди наиболее известных достопримечательностей башенные комплексы селения Таргим, Хамхи и Гекал, крупнейший отично сохранившийся замок Эрзи. Нашему региону есть что показать и рассказать, отмечают в Комтуризме Ингушетии. И поэтому количество туристов растет с каждым годом. По итогам 2022 года было 123 тысячи туристов. И в этом году мы ожидаем, и в том числе за счет той оказываемой господдержки, создания, соответственно, мест отдыха, зон отдыха, разных кемпингов, мы ожидаем более 130 тысяч туристов. Развитие ингушского туризма не только повышает доходы в республиканский бюджет, но и помогает создавать дополнительные рабочие места для жителей региона. В основном все работы местными нашими самозанятыми были выполнены, так как у меня было принципиально то, чтобы все зарабатывалось, чтобы наши безработные некоторые участвовали в этом. И на момент обустройства около 27 семей, я думаю, получили свои зарплаты за период. Здесь создавались шлем в виде шлем, меч, щит, наш национальный колорит. Кроме благоустройства туристических маршрутов, выделенные средства в этом году направят на приобретение туристского оборудования. Это велосипеды, квадроциклы и другие средства передвижения, а также на строительство некапитальных модульных сооружений. Дана Плиева, Хамзат Халухаев, Новости 24.